Поехали. Дальше. Третье. Имейте финансовую защищенность. Работайте над тем, чтобы свой бизнес делать финансово защищенным. А если вы бизнес не имеете пока, у вас есть семья. Сделайте так, чтобы ваша семья имела финансовую защищенность. Что такое финансовая защищенность семьи? Это когда годовой расход вашей семьи с запасом у вас есть. Вспомните, мы бюджет расходов формировали. Я вам сказал в самом начале, составьте бюджет расходов. Помните? Чтобы расходы не выросли. Например, вы посмотрели, что ежемесячно вам достаточно $500 на продукты питания, услуги. То есть сами необходимые расходы, без которых жить не можете. Например, вы почитали, поняли, что это $500. Это месячный расход, который вы работаете, не работаете, спите, не спите, куда-то ездите отдыхать, все равно надо делать. Так или нет? Это расходы, которые вы понимаете, не понимаете, все равно платить надо. Вот, значит, вы, да, чтобы иметь финансовую защищенность семьи, у вас должно быть годовой это расход с запасом. Когда вы этот запас годовой составляете, добьетесь, ваше подсознание работает в состоянии свободы. Но если его нету, он постоянно будет работать в страхе. А если вы человек бизнеса, у вас есть бизнес, сделайте свой бизнес финансово защищенным. Вы посмотрите все постоянные расходы вашего бизнеса. Бизнес имеет два вида расхода. Переменные расходы, постоянные расходы. Вы должны что делать? Вот это постоянные расходы, которые в бизнесе есть, постарайтесь сделать так, чтобы они именно хотя бы 3-месячные или 6-месячные постоянные расходы у вас должно быть. Например, вы видите, что самая фиксированная часть зарплата, аренда, комуслуга и так далее составляет $3000. У вас должно быть хотя бы 6-месячный расход с запасом. Вот тогда ваш бизнес будет свободно дышать. Трудные времена, трудные минуты, если продажа падает, или кризисный период, или несезонное время, или вдруг товар задержался, или вдруг там где-то дебиторская задолженность вырос, и портфель очень стал, ваш кассовый разрыв появился и так далее. Вы способны не банкротиться, долги не залезете. Кто меня понял? Когда вы это делаете, у вас подсознание свободно работает. Но если вы это не делаете, я гарантирую, что я в бизнесе много лет. Многих я обучал в бизнесе. Одна из самых проблем бизнесменов в том, что они до последней копейки тратят. И вечно у них не хватает, оттуда занимают, отсюда занимают, оттуда берут. И вечно кассу держат в нуле. Это очень большая ошибка. Таким способом вы бизнесменом не станете. Когда какая-то трудность, обычно говорят, что народная пословица ревется там, где тонко. Соответственно, когда какая-то трудность, какая-то несезонность, какая-то инфляция или что-то, кто первый банкротится? Те, у кого нету именно финансовой защищенности. Ставьте цель ежегодно увеличить свой доход от 20 до 50%. Знаете, я был вчера у Каменногорска. Я задал в зале людям такой вопрос. Кто-нибудь из вас был в моем тренинге или нет? Стали несколько человек. Сейчас скажу вам. Стали несколько человек. Потом сказал, кто был не на водном, а на полноценном тренинге. Водный тренинг это который вот 2-часовой, который я провожу. А не водный тренинг. Это ознакомительный часто. Я немножко урок даю, чуть-чуть здесь, потому что не успеваю. 2-3 часа и так далее. Они доступны, они недорогие. То есть для административных расходов. Аренда, туда-сюда, то, что мы на людей потратим. Вот такое делается. Теперь внимание. А кто на основном тренинге побывал? Я спросил вчера. Стали несколько человек. Где-то 12-15 человек. Знаете, до слезы было приятно. Я спрашиваю каждого из вас, какой у тебя результат? Потому что 2 года не был в Каменногорске. 2 года не был. Вы знаете, парень встал и сказал, я был 2 года назад на одном тренинге, потом ездил, говорю, Худжан на ваш мини-мастер-класс. 20 лет бизнеса, оборот годовой был не более 100 миллионов. За годы сколько-то месяцев, май месяц прошлого, я дошел до миллиарда оборота. 10 раз больше. Это вообще супер. Женщина сидела на первом ряду, она стала, понимаете, она раньше, когда первый раз пришла ко мне, я помню ее, она свой маркетинг занималась, муж продуктовый магазин держал, склад держал, и она стала, я говорю, как у вас дела? Я давно не видел же. Она где-то 5 лет назад посещала мои тренинги, училась сама, мужа отправили на мой мастер-класс, 2 сыновей отправила. Я спрашиваю, какой у вас доход? Я спрашивал, какой был доход, когда пришли ко мне? Она сказала, $500. Потом я спросил, сейчас у вас какой доход? И сколько раз у вас вырос доход? Она сказала, более 50 раз. Вы знаете, это супер. Вы согласны?
Это очень хорошо. Другой парень, какой-то парень, Денис звали, я его вообще не помню, народа же много же. Он говорит, можно я скажу? Я говорю, хорошо. Он встал, я даже на телефоне записал. И он мне говорит, я где-то там, не помню, 12 или 13 раз увеличил свой доход. Таких людей очень много были. Это здорово. Это люди, которые практиковали, добились успеха. Если вы практикуете, у вас будет. Наша статистика есть. У нас есть статистика. Мы, конечно, 1-2 человека не берем статистики. Когда мы берем статистики, мы берем массовость. Наша статистика такова. Человек, который практикует наши знания, нашу систему, и практикует наши мастер-классы и так далее, от 30% до 500% его годовой доход растет. Зависит от тебя самого. А если вы, конечно, один раз посещали, потом не появляетесь, мало будет результата. Но если вы каждый месяц меня слышите в течение года, вы увидите, какой результат будет. Если вы каждый месяц ходите в тренажерный зал, вы однозначно меняете свою фигуру, правильно? Если вы каждый месяц по 2 дня учите английский язык, рано или поздно научите его. То же самое здесь. Надо просто постоянно делать. От 20% до 50% увеличить свой доход. Почему нельзя ниже этого? Инфляция. Если вы не увеличите свою компанию, свой доход больше этого, нет. Инфляция за вами гоняет. Она догоняет вас, как крокодил за спиной. И рано или поздно бедность придет. Накопите капитал, а не имущество. Внимание обратите. Стоп, послушайте, у меня интересная вещь. Я нашел за эти годы свою работу такую интересную мысль подсознания человека. Нам всем нравится владеть чего-то. Мы очень хотим иметь что-то. Как деньги появятся, хотим купить машину. Как деньги появятся. Иногда многие люди... Знаете, вот так. Вы хотите иметь бизнес или хотите иметь доходный бизнес? А знаете, у многих людей есть просто бизнес. Кто понял? Потому он говорит, я хотел своего что-то иметь, и вот она тебе, имели своего, но дохода нету. Есть очень много людей, которые просто владеют имуществом, владеют бизнесом, но она не прибыльная, она не дает им прибыль. Подсознательно нам всем нравится владеть недвижимостью, владеть землей, владеть что-то. Даже мои ученики иногда, знаете, меня слышат, полгода, если не появляется на тренинг, я смотрю, какую-то глупость натворил уже. Верите или нет, это так. Год ходила, у меня ученица в Бишкеке. Потом какой-то момент, где-то полгода исчезла. Я думал, наверное, круто, она все теперь уже все знает, все поднимает. Оказывается, она потихонечку с соблазном попала, деньги из бизнеса вывела, начала купить там участки, там что-то, там что-то. Теперь эти участки деньги не принесут, они же лежат, а оборотные средства же нет. Кто меня понял? Теперь приходит ко мне полно в долгах и щелках, опять приживанием. А зачем ты это делала? Знаете, какой ответ? Я думал, что скоро банкротится бизнес и вообще без ничего останусь. Вот умная, да? Очень умный, я сказал, очень умно. Как ты могла так делать?